Ты без макияжа намного красивее, намного естественнее. Зачем ты красишься? Ну, ребята, без макияжа, возможно, я и красивее. Спасибо огромнейшее тебе, мое солнышко, за комплимент. Но все-таки без макияжа я себя чувствую менее уверенной, что ли. Даже заходя в магнит, мне сразу делают комплименты, что я стала выглядеть намного моложе. Всем приветик! И сегодня я решила сразу же снять видео. Извините, то, что я опять так же одета, я не стала переодеваться, я сегодня же сниму. Ну и как я узнала, что вам интересно узнать немножко обо мне, потому что я мало о себе рассказываю. Я начала снимать все о косметике, о себе я ничего не рассказала. Ну и давайте начнем. Я нашла 15 странных фактов обо мне. Так как я человек немножко тоже странный, человек я такой оригинальный, и я думаю, вам видео это понравится. Как тебя называют дома? Дома меня называют либо Белкой, либо, Изабелла, это очень редко, а друзья либо Изи, Бельчик, Бельчонок, именно вот так. Либо Белла. Какая у тебя странная привычка? Наверное, у меня странная моя привычка, это когда я общаюсь с человеком, который мне приятен, симпатичен, я начинаю молоть всякую чепуху. Либо, например, я выхожу перед аудиторией, у меня какая-то странная привычка, я себя тереблю за волосы. Мне потом, когда я успокаиваюсь, мой голос прорезается, я становлюсь себе уверенная, и все мои странные привычки улетучиваются вмиг. У тебя есть какая-нибудь странная фобия? Нет, фобий у меня никаких странных нет. Что тебя вечно раздражает? Вечно меня раздражает своя вот эта вот лень. Я ленюсь что-то сделать. Я так устаю, что я стала лениться. Даже вот взять камеру и начать снимать видео. Я просто думаю, господи, это мне же надо будет монтировать. Это же потом... У меня просто очень сейчас много навалилось дел. Потом эти дела делать. И вот я хочу поваляться, отдохнуть. Но нет, я говорю, соберись, тряпка, хватит лениться. Быстро снимай, тебе же это нравится. Это моя маленькая мотивация. Если у тебя привычка, когда ты начинаешь нервничать, вот я как отвечаю, у меня тереблю волосы, как-то так себя веду странно. Что ты делаешь, когда очень сильно рада? Я выражаю свои эмоции радости. Я радуюсь. Что я могу еще делать? Там иногда похлопать могу, там всякие жесты на лице, такие вот очень довольные. Первая игрушка, которая у тебя была, и ее имя. Первая игрушка мне, которая была, я даже не помню, у меня было очень много игрушек, у меня сейчас 1000 с чем-то мягких игрушек. Какой напиток ты заказываешь в кафе, в ресторане всегда? В кафе, в ресторане я заказываю, если я в ресторане, то я заказываю. А вот если я прихожу в свою любимую пиццерию Милана, то обязательно без Океан Эльзы я не уйду. Прям обожаю его. Если ты пробовал Океан Эльзы, палец вверх. У тебя есть особые навыки тела и языка. То есть сказать что-то очень быстро или сделать трюк. Я могу очень быстро говорить и тараторить, но пока брекеты я этого не могу сделать, увы. Если у тебя такой человек, с которым тебе неприятно общаться, то все равно это делаешь. Вот вчера мы только с другом об этом говорили, что он рассказывал то, что как-то все равно надо будет общаться, но я не поддерживаю такую точку зрения, то что если мне человек неприятен, я с ним даже ни за какие ковришки, если общаться не буду. Потому что я не хочу лицемерить, я не хочу показывать себя лучше, чтобы только поддержать с ним какое-то отношение. Нет, мне человек неприятен, все, до свидания. Добавляешь только богатых, и только с богатыми общаешься, как попасть тебе в друзья? Знаешь, после такого вопроса я сомневаюсь, что я тебя добавлю в друзья, так как у тебя прежде всего ты сказала 2 раза или сказал про богатство. А это значит человек, который считает чужие деньги, который только судит людей. Именно, как говорится, не суди, да не судим будешь. Если мы судим человека по себе. Того, что он будет богатый, я от этого ничего не получу и богаче не стану. Вот у меня есть друзья, которые действительно мне стали очень близкие, я очень их вас люблю. Как ты похудела? Только ответь, пожалуйста, без шуток. Ребята, я ем все подряд на ночь. И жирное, и мучное, и соленое, и сладкое. Но не поправляюсь. Физиология. Ты раньше была добрее, а сейчас стала холодной и отталкивающей. Ребят, я просто устала. Поймите, когда у вас очень загруженные дни, и иногда просто даже любой вопрос без подвоха вызывает у тебя какой-то вот злобу, негатив. Да, я понимаю, что я стала немножко грубее относиться к вам. Ну, потому именно в таких социальных сетях, как Аска, и спрашивают, потому что уже начали вопросы такие задавать, которые просто выводят из себя. Ты там у кого-то копируешь, ты там фейк. Хотя я показывал свою Аск-страницу уже. Ты там такая сякая, ты плохая, ребят. Звездочка, можно поныть тебе в личное сообщение? Конечно, но мое солнышко.
Любишь грозу? Да, я обожаю грозу, это прям, ну, кто читал меня на Аске, они знают это, что это моя прям слабость. Это самое любимое мое природное явление, особенно гром, гроза. И в это время сидеть на улице. Это так для меня романтично, это не передать словами, что творится в моей душе. Это самое мое любимое летом, самая любимая моя летом погода. Дождик, гроза и гром. Как у тебя получается такой быть общительным? У тебя постоянно новые друзья, и ты с ними общаешься? Ну, наверное, просто мне легко общаться с людьми, мне интересно, я узнаю о них, они узнают обо мне, ну и так как-то диалог складывается. У тебя прекрасная мама и семья. Знаете, когда вы делаете комплименты моим родным и близким, для меня это, наверное, самый приятный комплимент, который я могу только услышать. Спасибо тебе большое, роднулечка. Ты пользуешься помадами? Да. У тебя что, ботокс на губах? Оса укусила. Какие эффекты ты используешь для своих фото? Я использую всегда разные эффекты. Если вам интересно посмотреть, как я редактирую свои фотографии, то ставим лайки, набираем 100 лайков под этим видео, и тогда я сниму. Как я редактирую именно фотографии, как я подбираю эффекты, что я делаю с своими фотографиями, чтобы смотреться лучше. Спасибо вам большое, и до новых встреч. Всех люблю, целую. Ваша Белла.